Я всех приветствую, Аят Машвойль. Маршал Халдеевич Масарна Дересуль. Сегодня у нас очередной 173-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 15 ноября 2025 года, 19 часов 39 минут. Извините за опоздание, друзья. Время 19:39 по центральноевропейскому времени, 21:39, соответственно, по городу Джохару. Сегодняшний стрим наш называется «Время действовать. Ичкерия вступает в фазу политической борьбы». Об этом и многом другом давайте мы поговорим. Но вначале напоминаю вам, что у нас стрим идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Telegram, а также на YouTube-канале Reality и в TikTok-канале у нас идет стрим. Поэтому вы можете писать комментарии, задавать вопросы, желательно по теме, которую мы сегодня обсуждаем. А сегодняшняя тема, и в первую очередь, конечно, заботьтесь о вашей безопасности, друзья. Наша тема, как было уже отмечено, Ичкерия вступает в фазу политической борьбы. Мы наблюдаем, я лично наблюдаю разные движения и на Западе, и в Европе, в Америке, и в Украине, и среди чеченского общества, какие-то подвижки, какое-то движение. И вот это хотелось бы обсудить, Аят, с вами, и как вы видите, и активность нашего политического, так сказать, сообщества здесь, в Европе, и об этом и другом. Давайте поговорим, а я и вам передаю слово. Берклс, добрый вечер, дорогие друзья. У нас все время эта тема не сходит, как говорится, с наших губ. Постоянно говорим, что происходит, что будет. Но мы видим, что ситуация, конечно, как-то застолбилась. С одной стороны, вроде бы, значит, должно было как-то решиться давно. Теперь, когда правительство Соединенных Штатов Америки наконец, как говорят, заработало, теперь там подписаны все документы, и все правители, которые там в рейс были, вернулись на работу. Видимо, изменится ситуация, и с помощью скажем, для Украины тоже это изменится. Хотя, конечно, там шли разные разговоры по этому поводу. Мы говорили, что вот такая ситуация тяжелая, мы, мол, не можем там работать и все такое. Но в целом в мире то, что происходит, мы все каждый день видим, наблюдаем. Видим, что и в чеченском сообществе, в зарубежье тоже происходят разные движения. Происходит, конечно, ситуация в самой Украине. Обвиняет президента Зеленского в том, что он якобы там был соучастником там большой коррупции, что они столько, мол, это денег увели, как говорится, с кассы прямо взяли, мол, и его друзья, которые с ним раньше работали, все это совершили. Как это вот все рассматривать, вот, а вокруг этого мы должны думать, и как это относится, скажем, к нашей проблеме, которую мы неразрывно увязываем с тем, что вот происходит, скажем, в самой Украине. Украина – это у нас тот оплот, который должен изменить ситуацию в мире в отношении вот этой империи российской. Как это будет, что будет, ну, хотел бы сказать по поводу того, что вот идет сейчас большая вот эта, ну, скажем, атака на президента Зеленского. Якобы он вот совершил то, что я сейчас сказал, что его друзья, которые были с ним в паре, уехали в зарубеж. И это везде, на всех вот здесь вот каналах, и везде об этом идет речь, и как будто чуть ли он такой преступник, Зеленский. Что я хотел бы сказать по этому поводу? Как говорится, коней на переправе не меняют. И то, что если Зеленский там совершил то или другое, это, конечно, лучше видно украинскому народу. Мы туда
не хотим, как говорится, вмешиваться, не говорим ничего. Мы, может быть, тоже многие такие вещи нам не нравятся, но это не значит, что мы должны сейчас мешать украинскому народу, президенту в борьбе против агрессора. Мы в первую очередь чувствуем, что происходит, и все, что происходит, мы чувствуем, что это в пользу кого? Империи. Это против России не работает. Работает только в пользу Кремля. И поэтому я бы со своей стороны свою позицию сказал бы, не надо сегодня гнобить президента, надо решать проблему, которая возникает, главную проблему. Нас хотят отвести на второстепенные такие вот вопросы, там то украл, это украл. Конечно, везде и всюду воруют. Где нет коррупции? В какой стране нет коррупции? Скажите. Конечно, на Западе, в других местах против этой коррупции есть специальные законы, специальное расследование. За это сажают и все такое. Но в ходе этой войны, которая сейчас происходит, я, конечно, не за то, чтобы сказать, что это было или не было. Пусть расследуют все это, но это не должно касаться власти, которая сегодня ведет сопротивление, вооруженное сопротивление против Российской империи. Вот моя позиция в этом вопросе. Потому что это потом ударит по всему вот этому моменту, который сейчас нужен в пользу России, Кремля. Они же сидят там, что только не говорят, что только не накручивают, говорят незаконная власть, говорят еще что-нибудь. Все негативные такие вот, скажем, обвинения в адрес президента Зеленского Кремль разыгрывает. И мне кажется, что эта работа, которая сегодня вот так раскручивается, за этим стоит именно вот эта власть Кремля и его агентура, которая находится в самой Украине, скорее всего. И в то же время, наверное, и не без этого, но все равно сейчас этот вопрос должен быть не главным. Главный вопрос – это защита Украины, это изгнание российской армии со всей ее территории полностью, чтобы российская армия убралась оттуда. Вот моя позиция по этому вопросу, хотя мы думаем, что бороться, конечно, с этим надо. Этот, может быть, момент может быть хорошим уроком, но сейчас вот эти вот разговоры о том, что сменим президента, сделаем то, это делать нельзя. Это мы говорим от имени нашего легитимной власти, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Мы говорим от нашего имени народа, потому что мы представляем его интересы в зарубежье. И ни в коем случае я советую, пример тех, кто это решает, хотя мы не вмешиваемся, что вопрос, у нас такие вопросы тоже стояли всегда. Даже пытались убить первого президента Жохара Дудаева тайно. Были и другие попытки убить того или другого наших президента изнутри. И это всегда выяснялось, это были эти поползновения российской агентуры и российской власти. Поэтому в этот период этот вопрос поднимать, его нельзя снимать, но поднимать и решать вопрос таким образом, чтобы его сдвинуть со стороны и чтобы это как-то было сегодня в пользу России, нельзя. Вот моя позиция по этому вопросу. А то, что сейчас вот это расследование идет, и это становится на первый план, и здесь виновен действительно сам президент, говорят, да, но это надо полностью разобраться, кто там есть, навести этот порядок, чтобы этого не было. Я так думаю, что президент Зеленский это сумеет сделать, и ситуация выправится. Вот моя позиция по этому вопросу и позиция легитимной власти в зарубежье, которая есть от нашего государства. Государство, которое Украина признала, и признала, что совершен геноцид чеченского народа, и что вот она оккупирована незаконно. Этот вопрос вот мы рассматриваем вот с такой точки зрения. А если говорят о том, что происходит по нашей, скажем, теме чеченской, здесь мы всегда поднимаем тот вопрос, который говорит нам и показывает, что же происходит, что же делать, что же делается и среди нас. Разные агентуры, которые работала всегда на
Кремль сегодня на зарубежье полностью тоже работает. Она работает и в Украине, и в других местах, и на Западе. И не стесняясь, не стыдясь ничего, начинает здесь раскручивать ситуацию таким образом, якобы они легитимны, якобы они власть, якобы. А в то же время никакой якобы нет, за ними стоит, точно так же стоит эта российская агентура и российская власть. Мы в этом не сомневаемся. Поэтому как раз-таки параллель идет и именно в Украине то же самое. Это увязанная ситуация. Поэтому мы не исключаем возможности действовать этих сил именно тоже против Украины. Потому что Москва будет их использовать против, скажем, власти и против того, что вот Украина сегодня ведет борьбу, она будет это делать. Поэтому здесь тонко надо рассматривать, тонко смотреть за этим и не позволять этому вот процессу как бы набирать обороты против власти Украины. Ведь президент Зеленский избран народом, именно он избран народом, он был президентом, против которого началась, скажем, когда он был президентом, началась эта война. И президент, которому предлагали сбежать, предлагали которому давайте мы вам обеспечим гарант безопасности, самолет, он не ушел, он встал и организовал эту работу и эту оборону. Я вам скажу точно так же, вот некий Вольский был такой, Аркадий, также присылали этого Вольского к нашему президенту первому и тоже предлагали так уйти. И он тоже не ушел и боролся. Поэтому здесь есть какая-то параллель, и Украина победит. Украина обязательно победит. Нельзя здесь складывать, как говорится, лапки и не поддаваться этой пропаганде, если где-то какие-то ошибки совершены. За ошибки можно отвечать и нужно отвечать, но не сейчас, не в данный момент. Вот что, мне кажется, и по нашей проблеме, которую мы с вами постоянно поднимаем, и по проблеме, которая есть. И я думаю, что власти Запада тоже не придадут этому такого внимания, как это хочет Москва. Я думаю, это сделает и также и Трамп не придаст этому значения. Это очередной ход Кремля. Нет другого у меня мнения, никакого нет в этом отношении. Поэтому слава Украине, героям слава, слава власти, которая избрана украинским народом. Героям слава. Да, Да, я полностью разделяю вашу позицию. У меня есть, как у независимого наблюдателя, конечно, претензии к тому, что происходит в Украине отдельными людьми. И даже Зеленского я критиковал. Но после того, как убили вот Андрея Порубия, и вот помните, был теракт на День независимости Украины в Москве на Лубянской площади, центральный детский магазин, ФСБшник пытался заложить бомбу и подорвался. Алексей Титов его звали. Затем произошла тоже перестрелка, убийство детей в Миннеаполисе, в Соединенных Штатах. И потом произошло убийство Андрея Порубия, одного из видных патриотов Украины. Политика, да, это такой уличный такой боец, который прошел с улицы до самого верха власти. И, знаете, я тогда четко ощутил, как над нами, над вами, то есть над нашей властью чеченской, происходили вот эти спецмероприятия, провокации, стравливания друг друга. И я понял, что Зеленский находится, ну, как между молотом и наковальней находится он. И там, и тут у него, он оказался в системе, которой он ничего не может практически сделать, если появляется коррупция, то ее, конечно, нужно разбирать, но обязательно ее нужно разбирать. Но, конечно же, вы правильно говорите, коней на переправе не меняют, и сейчас Зеленский должен закончить начатое. Спасибо вам, Аят. Так, вопросы, давай, какие вопросы, Аслан? Может быть, есть замечания, вопросы по этому вопросу? Да, друзья, если есть один из главных вопросов. Но я еще добавил бы, что я уже говорил про это, что Франция решила защитить украинское небо. И здесь вот эти разговоры идут, что будут даны соответствующие
средства для того, чтобы все, что залетает в саму с французскими противодействующими разными средствами, я имею в виду и дроны, и другое, они будут защищать украинское небо. Здесь об этом говорится, и это говорилось и в программах Украины. Я надеюсь, что это будет очень-очень эффективно. Вот этот момент я тоже хотел бы отметить, и я рад тому, что это именно от Франции, потому что я здесь живу и знаю эту ситуацию. Ислам. Спасибо. Аят, здесь нет комментариев, нет вопросов, но есть комментарии, которые я бы хотел бы Да. зачитать. Вот Арнольд Баклицкий пишет, что ни при ком чеченцы не жили лучше, чем при Путине. Сейчас лучший уровень жизни чеченцев, а вы хотите стравить и погрузить Чечню в кровь. Ну, дорогой, как его... Арнольд. Арнольд. Жить можно, хорошо питаться, хорошо кушать, а быть в рабском состоянии, быть манкуртом, быть униженным, оскорбленным. Разве это жизнь? Ведь очень хорошо живут и свиньи, очень хорошо живут и животные, которых кормят и все. На этот уровень вы хотите, чтобы мы сошли? Нет, при Путине мы не жили лучше и не живем, потому что нет никакой гарантии, ни свободы, ни, значит, гарантии. Их засылают как пушечное мясо в Украину, чтобы их там поубивали, или еще в другие какие-то конфликты закидывают. И кого они там защищают? Защищают империю? Разве это морально? Разве это нравственно? Нет, этот разговор нас не устраивает, и не надо нам такие вещи говорить. Если вы считаете, что там хорошо, идите и живите там. Но наш народ это не восприемлет и не принимал никогда. Вот ответ ему. Спасибо. И вот Елена по поводу того, что по поводу вот этой коррупции в Украине. И тоже очень важно, вот вы сказали, Аят, что это провокация, вы уверены, что это провокация российских спецслужб, а мы знаем, и все об этом, по крайней мере, говорят, пишут, что НАБУ это как бы и сами российские пропагандисты говорят, и на Западе говорят, что НАБУ это как бы такой не подчиняющийся внутри Украины орган. И некоторые утверждают, что Западу больше подчиняется. Хотя, я думаю, это независимый орган. И вот здесь она пишет, это не работа, это пропаганда Кремля. Коррупцию мы поборем сейчас и потом. 80 лет Англия боролась с коррупцией, и она есть везде, в той или иной степени. Как так получается, Аят, что НАБУ, которые, ну, как бы некоторые утверждают, я не знаю, конечно, насколько это правда, что с Западом связано, и российская провокация. В НАБУ могут быть агенты, игра какая-то сложная. Как так получается? Здесь мы не можем сказать, как это получается, но мы знаем, всегда надо смотреть, кому это выгодно. Да. Кому это во вред. И почему это вот сейчас вот так раскрывается, это все, так? И мы чувствуем, что за этим стоит, конечно, агентура российская. Или те люди, которые заблуждаются в этом вопросе. А то, что раскрывает этот вопрос и давать ему такую широкую огласку в данной ситуации, да, просто я говорю, что нужно смотреть, что первично, что вторично. Первично сегодня война, которая развязала против Украины Москва. Поэтому нужно изгнать оккупантов, а потом дать оценку этому делу, а не сегодня пытаться решать. Вот что я имею в виду. А президент Зеленский проявил героическое значит, решение, когда ему предлагали все условия, чтобы он убрался оттуда якобы. Он это не сделал. Это достойно, мужественный шаг был совершен. Поэтому я считаю, что вот так это надо делать. Потому что я помню, как у нас тоже такие вещи были. Мы говорим, что вот у вас там Чеченская республика, да, у нас территория малая территория, да, у нас население малочисленно меньше, чем в Украине. Но именно это как раз-таки параллельно. Именно подобные вещи они творили у нас еще раньше, начиная, скажем, 91-го, 94-го, 96-го и дальше
годы. Это их стиль так себя вести. Поэтому как раз-таки они сейчас, как говорится, там сидят, улыбаются, и последний зуб видно у них. Нельзя это им позволять. Вот что я хочу сказать. Здесь надо как-то себя взять в руки и не разваливать систему. А Кремль хочет развалить. Ведь он всегда говорит, что вот он незаконный, его надо убрать и все такое. Как будто он сам законный. Он никакой законный, он сам не был никогда. Ни эта власть даже не была российская законная. И он даже вот на это вот так претендует. Поэтому нельзя это позволять. Вот что я имею в виду. Мгм. Да, спасибо. Друзья, задавайте вопросы по теме. Меня удивляет, пишет Эркин, пропаганда, сами украинцы топят против Зеленского, как будто все эти 30 лет он создавал эту коррупцию. А, Что скажете на Да-да. это? Почему Ну что топят? здесь удивлять? Украинцы, они, видимо, здесь не все понимают. Это есть активные украинцы, есть активные те, которых подряжают к этому, чтобы они это говорили. Украинцы, конечно, говорят. Это все люди, простые люди говорят. Простые люди практически не разбираются, в чем проблема до конца. А когда эта проблема придет и станет, как говорится, перед носом, вот тогда еще будет хуже. Взвесьте то, что будет потом, если, допустим, сейчас за счет этого Россия там выиграет или что-то сделает. Вот у нас взяли вот в 97 году, 96-м и раньше годах нам начали навязывать разные вот противоречия внутри. Они начали нам навязывать религиозное вот противоречие, утверждая, что религии, которые использовали наши люди, что это, мол, незаконно, что это не религия, что это еретики и все такое. И создал внутри вот это противоречие. Тех, кто там пытался сказать, что это правильно или неправильно, они поддерживали тех, кого они засылали. Они поддерживали тех религиозников, которые говорили, что это вот ваши предки, там сколько там лет, 100, 200, они были еретиками, вы не знали, что это такое. Столкнули даже вот на этой почве. Они пытались столкнуть нас на многих таких моментах. Скажем, деля чеченцев горных, плоскостных, или каких-нибудь одних тейпов, или другого, значит, родов, племенные, разные роды, там, утверждая разные столкновения, там, на что угодно они брали, и сотню раз это они делали. Это ни раз не проходило у них. А вот с религиозной ситуацией, когда мы были совсем ослаблены, когда у нас не было уже ни ресурсов, ни человеческого ресурса, ни материального, все было истощено, и весь мир как бы был направлен против нас. В этой ситуации им это удалось сделать, и люди забыли даже, что они сопротивляются и борются против империи. Они начали между собой спорить. И как раз это была удобная ситуация для Кремля. Они вели свои войска, а сопротивления этому достойного не было. Вот что получилось у нас. Это 99-е и дальше годы. Поэтому здесь очень надо быть внимательным. Вот что я имею в виду. Да, спасибо, Аят. Здесь в ТикТок задает вопрос РП Ник. Если Ингушетия захочет вернуться в Чечено-Ингушетию, Ингушетия может войти в состав независимой Ичкерии? Мы не то что вернуться, мы единый народ, наш язык один, культура одна, и все такое проплетают разные разговоры, что ингуши там где-то в царские времена там, и они были на стороне, мол, этих России и все такое. Но это время ушедшее. Мы в любом случае, в каждой семье бывает кто-то там такой-сякой. Это не надо постоянно нам сувать, как говорится, под нос и говорить, что вот они ингуши такие-сякие, или наоборот. Ингуши и мы это единый народ. Не в Ичкерию войти, а объединиться, как они есть у них. Вот это надо. Объединиться надо и с другими. Мы должны объединяться, а не разъединяться. А нас вот и сейчас говорят там, вот там есть другое государство, есть там
ну, разные тейпы называют, и тухмы там, но разное то, что ушло в прошлое, которое было в прошлые века, это сейчас подсовывают и говорят, что мы до сих пор живем в условиях тромболизма, якобы. То есть мы, что вот живем на условии там родоплеменные отношения, что это у них главное. На самом деле этого же нет, близко нету и не было. Давным-давно это все исчезло. А нас подсовывают и говорят, что мы не единый народ. И так они вот оттянули, вот, скажем, от центра оттянули разных людей. И это разделение как раз-таки тоже провоцирует Кремль. Ему же удобнее, ему же легче управлять разными мелкими, скажем, раздробленными группами народов, чем один народ, чтобы был единый. Это ему как раз-таки и нужно. Это работа Кремля, это работа империи. В этом нет никакого сомнения. Мы же знаем их политику. Они сейчас хотят разделить на части и Украину, они хотят разделить, вы видите, разделить там Грузию на части, это они делают, то делают. Это же их работа, мы должны это видеть. Вот что мне здесь видится, Аслан. Спасибо, Аят. Да, очень распространяют, что мы объединили там какие-то ингушские 6 семей, что ли, 6 фамилий. Ну, это как раз они муссируют это все время. Как будто все ингуши... Это надо объяснять. Кроме этого, они делают такие вот шаги с Дагестаном, вот я хочу сказать, тоже. Дагестан тоже все время был вместе с нами. Мы там вместе и воевали против этой империи. И был имам Шамиль, который был тогда, которого чеченцы приняли и который, значит, вел эту борьбу. Но он тоже проиграли, тогда получилось, что Россия огромная, получилось, что они победили, это Россия тогда, одержала победу в этой схватке, потому что у кавказцев, у них не было такого, скажем, но дух свободы, дух независимости у них не пропал, он не высок. А эта имперская вот эта вот гнилая политика, против нее мы боремся. И если нас будут вот так разделять на части, и дагестанцев, и чеченцев, и ингушей, и кабардинцев, и осетин, все это, тогда мы будем слабы. Нам нужно объединяться. Это главная идея, которая нам нужна, а не разъединение под империю. Аслан. Баркалая, Дересхур. Здесь вечный зов пишет Маш Мокш Дэшу Аслан Аят. Скажите, пожалуйста, Аят, вы сможете сохранить Конституцию 92 года? Спрашиваю, потому что слишком много противников этого документа. Я не понял вопрос. Можете сохранить? Или как? Да, можете сохранить Конституцию 1992 года. Слишком много противников. Да. Дело в том, что кроме этой Конституции у нас другой никакой Конституции не было. Нет. Эта Конституция принята на основе решения нашего народа, референдума общенациональный съезд членов народа. На этой основе было, значит, создано наше государство, и наш парламент принял эту Конституцию. Другую Конституцию парламент не принимал. Конституция принимается или парламентом, или референдумом. Больше никто никакой Конституции не принимал, а все эти разговоры, что это так было, и сяк было, или иначе было, что есть новая Конституция, новое какое-то там направление. Это все из области, скажем, желания той или иной группировки или того или иного какого-нибудь политического деятеля. Но чтобы это было принято народом, именно, как я говорю, вот на этой основе, другого нет. У нас Конституция, первая статья гласит, это суверенное и независимое демократическое правовое государство. Вот именно против этого государства и воюет империя, именно против этого государства была развязана и тогда, и сейчас идет. Сейчас у нас хотят вырвать вот эту правовую основу нашего государства. Это делается и на территории Украины, и в Европе, и везде против нашего государства. Поэтому мы говорим, соблюдение только в рамках вот действий наших, только в рамках Конституции, только это является гарантией будущего нашего народа, а все остальное потом. Нам необходимо деоккупировать, освободить нашу территорию и там восстановить наше государство. И тогда наш народ уже сам должен решать. А здесь нам преподносят разные деятели, и снова за ними часто, как обычно, очень часто стоит Москва, которая вот это все раскручивает.
Москва. А есть, и, конечно, и заблудшие, которые не понимают эту ситуацию. Но мы объясняем, что ситуация, мы опираемся на решение нашего народа и в рамках современного международного права. Поэтому никто не может отменить нашу Конституцию, и никто не может сказать, что есть какая-то другая Конституция. Нет такой другой Конституции. Можете мне верить. Баркалая, друзья, всех я приветствую. Вечный зохо Машволь, Шавига, алейкум ассалам, Шавига, Машволь, шалом алейкум, друзья. Всех, с кем не поздоровался. Вот же зашел. Вот сейчас происходят процессы, как мы видим, какая информация поступает, некоторые события такие все быстрее и быстрее закручиваются, и наши враги тоже начинают активнее себя вести, там пытаются какие-то палки колеса вставить и к чему-то тоже готовятся. Что сейчас, как вы думаете, мы стоим на пороге, например, событий, которые изменят саму вот эту спячку, чеченскую политическую спячку, или вообще в целом люди боятся, это даже не спячка, это больше угроза безопасности. И как вы это видите вообще? Вроде бы война заканчивается, некоторые говорят, сегодня читал Залужного, он говорит, что войну заканчивать Россия, скорее всего, не собирается. Ну вот, как вы считаете? Я считаю, пока есть во власти Путин, он войну заканчивать не будет. Если он ее закончит, значит, ему конец самому. Ему нужна война, ему нужно, значит, обвинения, все, которые, значит, ему в адрес посыпятся обратно. Тогда ему вспомнят эти рязанский сахар, ему вспомнят взорванные дома, ему вспомнят убитых столько людей, ему вспомнят нарушения, остальные все другие нарушения, и население, которое после этого получит обратно себе, скажем, в свои города и села этих бандитов, которые сегодня воюют против Украины. Они начнут, эта ситуация такая, он это понимает. Поэтому он все больше и больше пытается нагнать туда людей. Важно их как раз-таки лом, как говорится, против лома нет приема, кроме как лом. Их надо вышибать. И нужна здесь вот эта и политическая, и правовая, и международная такая, значит, борьба против этой империи. Они должны сложить, они должны систему власти этой России изменить. Может, она переформатируется, может быть, они ее уберут, другую стать. Может быть, они сейчас Путина заменят на другого, но это заменить просто, а не систему сменить. Это не важно. Важно, чтобы сейчас из Украины убрались вот эти вояки, которые там наводят вот такой порядок. Важно это. Поэтому здесь Путин, в присутствии Путина это есть война. Он и начинал с этой, когда пришел в 91-2000 году к власти, он говорил, будем мочить всех в сортире, обвиняя ни в чем невиновных чеченский народ. Он под этим лозунгом пришел к власти, и Путин, Ельцин его назначил, и потом он начал все это раскручивать, убивать своих людей в Москве, в других городах, везде все эти взрывы, то, все, что делалось, было организовано именно этой московской власти для того, чтобы закрепиться, и врагом он выставлял чеченский народ, который создал свое государство. Теперь, когда они захватили нашу территорию, они естественно, они пошли дальше. Если у них был бы один враг, мы, чеченцы, то потом они пошли против грузин, теперь против братьев славян, как они называют, украинцев. И дальше они пытаются пойти. Ему нужна кровь, ему нужно утверждение в этой, как говорится, роли. Вот что я вижу. Что мне кажется, что вижу из того общения, которое мы вели всегда против этой, когда мы вели эту борьбу, когда мы ее продолжаем вести, и сейчас говорим всем, и украинцам, и власти Украины, не позволяйте вашей стране, людям, которые работали против нас, против нашей власти, действовать, не позволяйте им. Будьте внимательны, за ними и ими стоят люди. Вот, Аслан, тебе же предлагали, чтобы ты пошел в Украину и там работал на Кремль. Было такое? Ты же рассказывал, так?
И ты отказался от этого. Они хотели тебя причислить к каким-то там, соединить с каким-то агентурой, и чтобы ты работал против украинского народа. Ты от этого отказался, и ты стал у них в оппозиции, ты стал у них враг, они тебе наклеют разные ярлыки и пытаются все, что угодно наговорить. Вот какая ситуация. Мы поэтому на этих примерах и говорим свою точку зрения для украинской власти и украинского народа. Да, совершенно верно, Аят. В 2014 году, когда Иса Мунаев, ваш соратник, ваш товарищ, бывший погибший наш генерал, ехал туда, Закаев отговаривал его, предлагал ему должность министра внутренних дел в Чечне, в российской Чечне, там миллион, по-моему, долларов там предлагалось, там что угодно, еще в 2014 году, что просто он туда не ехал. Вот насколько там чеченцы не нужны были вот тем людям. А в 2021 году, за несколько месяцев буквально до широкомасштабного вторжения, человек из правительства, так называемого правительства Ахмеда Закаева, предлагал работать мне на российскую разведку. И предлагал, как вы правильно сказали, ехать туда. У меня много друзей, знакомых украинцев, и мне нужно было влиться в их ряды и вот работать на Россию. Я об этом написал в прокуратуру заявление здесь, в Германии, я об этом рассказал публично всем, и тем же украинцам рассказал, и лично, и публично. Поэтому вот такая вот ситуация. А сейчас, когда Верховная Рада признает нашу территорию оккупированной, лоббируется человек, который признает нашу Ичкерию частью России. То есть Украина, Верховная Рада Украины говорит, что мы оккупированы, а Закаев говорит, что мы часть России. И какие-то силы внутри Украины лоббируют Закаева и вот его вот этих людей. Невероятный нонсенс. И я думаю, это исторически потом это будут анализировать и пытаться понять, что это было. Интересно. Наше дело только предупредить, а это дело внутреннее Украины, мы не вмешиваемся. Мы говорим, что вот такая ситуация. Мы знаем, если уже по это говорить, они предлагают там признать там чеченские паспорта свои, где там герб не наш, Да, где там есть, неужели, если бы, допустим, герб Украины был бы смещен, вы бы признавали, или кто-нибудь, если герб был изменен, они бы начали признавать, что-то с ними разговаривать. Это ж понятно. И другие там есть документы в этом вопросе, это все ясно, мы об этом говорили. Я сейчас об этом даже не хочу говорить, потому что эта картина ясна. И наши люди, которые есть в зарубежье, где бы они ни были, в Европе или в других странах, отлично понимают, чем занимается эта команда, о которой мы говорим. И мы думаем, что в конечном итоге голос этого народа, который не приемлет действия этого человека и этой направленности людей, мы им предлагали вернуться в конституционное поле, они не хотят. Раз они не хотят, мы понимаем, что они связаны. Да, мы и без этого и раньше знали, когда они были у нас на территории, тоже они это говорили. Поэтому сегодня самый важный вопрос – это вопрос защиты Украины. Это вопрос этой провокации, которую сегодня поднимает против Зеленского, президента Украины. Это поднимает провокация не против Зеленского, а против свободы украинского народа. Вот что это такое. Поэтому этот вопрос надо решать спокойно, не торопиться и не гнать какие-то спешные такие выводы. Не надо делать это, вот что я говорю. Мне это так кажется, это моя такая позиция. Да, спасибо, Аят. Это если бы, знаете, про звезды сказали, это если бы трезубец был бы не трезубцем у украинцев, а пятизубцем какой-нибудь. Да. Вот у нас герб звездами пятиконечный, да. А у этих самозванцев у них девятиконечные. То есть они себе придумали. И другие тоже там этим пользуются. Они берут вот эти вещи, но там много чего рассказывают, так что я беру вот за основу только хотя бы это один момент.
Можно ли остановить русский мир без самих русских, спрашивает свободный гражданин. Российский интернет превратился в чебурнет. Альтернативная информация лишь частично проходит. Но как можно сказать, можно ли без них это сделать? Без них это трудно. Я думаю, что там и в России есть силы, которые это понимают, есть люди, которые понимают это, и они должны это возглавить. Конечно, изнутри мы не можем вмешиваться в внутреннее дело, скажем, любой страны. Мы не хотим, и мы, не мы, никто не хотим развить войну, там, напасть на них, и Запад не хочет, чтобы это превратилось потом в атомную войну. Вот это же проблема, это же, об этом речь идет. А то, что власть, которая там есть, это коррупционная власть, что в России имеется в виду. У них коррупционер сидит на коррупционере, начиная от Путина и дальше. Это они же что делают? Они везде понасажали там людей своих, они убрали все положения, которые были приняты в их конституции еще раньше в РСФСР, потом Российская Федерация России. Как угодно они ее перелопатывают, сидят в Думе, сидят те же вот эти вот воры, извините меня за выражение. Может быть, и не все, но, по крайней мере, в целом они такую проблему решают. И это видно по тем проблемам, которые в России тоже сейчас поднимают, они между собой там вот эти разговоры ведут, они тоже это подняли, внутри там Толстой некий начал эти вопросы поднимать. Но и здесь вот параллельно, вот видите, они и против этого Зеленского это поднимают. Так что это вот такая ходовка, многоходовка, собственно говоря. Они-то там могут все решить сами наверху, а народ там ничего не решает. А в Украине решает все народ. И поэтому я как раз-то и говорю этому украинскому народу, если можно так сказать, да, что не торопитесь с этим, не торопитесь. Важно, вы всегда можете решить вопрос, а в России никто не может решить, кроме самого Путина и его окружения. Они захватили там все. Ну, вот так вот, Аслан. Баркалая Дейресфуль. Уважаемый Аят, говорит Питер Вольф, изменения в Конституции Чеченской Республики Ичкерия, которые были сделаны во время войны в 95-м, 1995-м, 2002 годах, Масхадовым и Индербиевым считаются или нет? Спасибо за ответ. Здесь разговоры, которые ведет этот Питер Вольф, да, можно сказать, что если наш парламент это принял, то оно считается, оно есть так, как есть. И никаких других разговоров не может быть. А то, что там Яндарбиев или другой президент, или третий что-то сказал, это никакую роль не играет. Если бы Яндарбиев тогда, значит, выступил бы с предложением перерассмотреть этот вопрос там, или, значит, наложил бы вето, другое дело, парламент снова его рассматривал бы. Но на самом деле то, что было, значит, у нас есть одна конституция 92 года, а в 96-7 году как раз получилось это на переходе, это были поправки в конституции, добавления. И не надо говорить, что это конституция 97 года или 92 года, менять ее. Это конституция 92 года, и тогда сделали поправки. И там самое главное, это был в конце этой конституции есть закон, конституционный закон о государственной независимости. Вот это именно есть главное там. И там можно посмотреть. Наши так называемые друзья, которые себя выставляют скажем, представителям нашей власти, они как раз вот последний вот этот закон конституционный, они его там убирают и действуют. И стараются постоянно сказать, что где-то там что-то неправильно сделано. Если парламент это принял, это есть. Но что там вот говорят наши враги и наши, значит, не понимающие некоторые товарищи, им больше не о чем говорить. Посмотрите, по всем положениям все это сделано как надо. Для тех, кто хочет это знать. Аслан? Спасибо. Спасибо, Аят. Когда в тюрьме убили Юсупа Тимирханова, которого обвинили в убийстве российского террориста Буданова, Да. до этого Россия очень много распространяла пропаганду о том, что чеченцы уже смирились, там, покорились там, и так далее. И когда его убийцу
ни своей отомстившего за свою родственницу, ни кого-либо другого, а именно вот посторонние чеченки только лишь из-за того, что вот, Буданов и вот военные являются вот убийцами, и в его лице Буданова весь российский народ, российская армия, точнее, и представлялись чеченцами врагами, хоть об этом и молчат. И когда люди вышли, тогда, ну, вы помните это, там сотни тысяч пришли людей на похороны, и фактически вся Чечня, вся Ичкерия пришла на похороны, и не только Ичкерия. И наши соседи тоже многие приехали. И вот приблизительно вот в таком же контексте происходит сегодняшняя ситуация, здесь, в Европе. Нас всех представляют исламскими радикалами, исламистами, каратистами, но при всем при этом нету их. Ни наших знакомых, среди наших знакомых нет. Уже многие уже переболели этой пропагандой, уже не верят никому, разочаровались в своих кураторах и вербовщиках, которые им эту программу из разных сайтов там закладывали в голову. И сейчас нас начали переделывать психопатов. Вот фанатики уже не получается у них сделать из нас, хотя это тоже работает, эта схема по фанатикам, по исламистам. Они даже уже, знаете, акцентируют внимание, что мы уже не Кремль, не все. Радикальные исламисты и антирадикальные, такие же радикальные антиисламисты, они вот между собой там грызутся, и все равно не получается сделать акцент, что вот все чеченцы там исламисты, радикалы и так далее. И вот сейчас они запустили новую схему. Убийство Айшат Баймурадовой в Армении. Тоже очень странное, подозрительное после убийства события, которое происходит. Потом вот убийство девушки, женщины, матери 7 детей во Франции. Потом события опять, которые после этого происходят. Потом вновь и вновь забрасываются какие-то термины убийство чести, там, короче говоря, там, средневековье, людоеды, одновременно все это путается. Я хотел вот по этому поводу вас, Аят, сказать, что очень много ведется работы в этом направлении, как я уже замечаю, российскими спецслужбами в отношениях наших женщин. И знаете, здесь есть у меня информация, что чеченоговорящие женщины, не всегда они чеченки, они из разных других народов, которые представляются чеченцами, обучаются психологии, чтобы потом уже общаться. То есть они через наших женщин здесь, в Европе, каким-то образом хотят взять нас под контроль и одновременно испортить нам резюме, так сказать, представить нас то исламистами, фанатиками, то психопатами, какими-то средневековыми дикарями. Вот по этому поводу, что вы можете сказать? Вот эти события, самая наша Что я могу? ценная, самая Да. часть — это женщины. И вот хотелось бы, чтобы эту тему тоже вы озвучили. Ну, что можно сказать? Женщины наши, нормальные женщины, такие же, как и все женщины мира. Но наши женщины, они выполняют в этой ситуации свою роль. Во время войны они стояли, как говорится, горой и впереди, и на митингах, везде против этой войны. И те, которые выехали сюда на Запад, тоже это нормальные люди, никаких там психологов или таких ненормальных, или там то, что они навешивают на нас ярлыки, они к нам не прилипнут. Особо этому нельзя сейчас придавать значение, хотя ты прав, что там того убили, того застрелили, там этого, или там голову оторвали. Это нам пытается навесить, потому что это случаи, это такие, ну, так сказать, видимо, здесь за этим стоит или психически нормальных людей, которые после войны вышли, и бывают такие, или бывают какие-то другие частные случаи. Это нельзя относить ко всему народу, к чеченскому тем более нельзя относить. Теперь посмотрите, как они говорят и про другие народы, даже про тот украинский, они их называют и фашистами, и что угодно. Они там называют их бендеровцами, что они только не говорят. Это как раз из этой области, я думаю, что здесь нельзя на это обращать внимание. Да, здесь на Западе есть и были какие-то вот деятели, которые изображали себя религиозных деятелей и пытались вот так это в эту оболочку втянуть всех наших молодых людей, и все это.
но это не получится у них, и они, многие из них сейчас иначе разговор ведут, не получится, потому что они видят, что происходит в мире, они видят информацию, которая кругом идет, и то, что на нас это вешает. Наша молодежь и наши люди не такие уж глупые, как они думают. Если мы были бы такими глупыми, мы бы не продолжали нашу борьбу, даже в одиночке находясь, столько мы вот выстояли против этой империи, начиная с 91 года, и сегодня мы продолжаем свою борьбу. И я с многими людьми разговариваю, они хорошо понимают ситуацию, многие понимают, что будет, и если мы где-то там что-то-то, и осуждают вот такие, в целом наши люди осуждают вот такие моменты и не приемлют их, нельзя никак относить к нашему народу. Конечно, Кремлю или другим нашим врагам хотелось бы, чтобы это было. А кто там, значит, заместо нас там выставляется, говорят, что они нашей нации, надо их выявлять и высвечивать, кто они и что. Это нам, всем чеченцам, самим надо этим, скажем, в зарубежье смотреть и высвечивать, кто они-то и как. Так я считаю, Аслан. Аян, вот сейчас и распространяется информация, что вот домашнее насилие, оно есть, в любых семьях оно есть, в любых народах оно есть. Это не будем мы отрицать, но и им нужны, вот этим женщинам, нужны помощь. Стоит ли нам создавать какой-нибудь женский комитет, чтобы не подконтролен был КГБ, вот этим психологам, обученным КГБ, или же можно советовать просто, если возникли проблемы, обращайтесь просто в местные правоохранительные органы, местные психологам, но не русскоговорящим. Что вы можете посоветовать по этому поводу? А также я имею в виду и переводчиков, и консультантов. Это тоже переводчики, 95% связаны с посольством, с российским, армяне, русские в основном вот переводом занимаются, и ведут себя очень-очень нечисто, скажем так. Знаешь, это уже дело, когда сюда приехали люди, да, они сдаются. Мгм. Здесь мы не можем сказать, они русские или армяне, или грузины, или другой нации, так? Они, Да. конечно, какие-то предпочтения или какие-то свои личные, значит, мнения к той или иной нации или к тому человеку так вот где-то оно проявляется. Это у нас часто об этом говорят, в некоторых случаях это бывает. Но что поделаешь, надо преодолеть и этот момент. Мы преодолевали и другие ситуации. В целом ситуация здесь на Западе какая? Наших людей здесь приняли, дали им жилье, дали им возможность учиться, работать. И наши люди начинают здесь адаптироваться. И потихоньку, в конечном итоге, когда они получат и образование наше, и другое, и все, они потом будут полезны своему народу, они же не станут другими. Приходится, это ситуация, которая со всеми случается, да. А создать какой-то комитет и все это делать, это все равно работа, скажем, властей на местах в любой стране. Вы подменять их не можете. Другое дело, что там советуют им, как это делать, что это делать, подсказывать или где-то там помочь им. Это другое дело, это можно делать. А так вот подменять здесь что-то и говорить об этом, о том, и мне кажется, не следует, хотя такие моменты бывают, и об этом наши люди иногда говорят. Вот так я думаю, Аслан. Мгм. Мгм. Спасибо, Аят. Ну, наверное, нам надо общественникам этим больше заняться. В каждой стране было бы хорошо. У нас женщины очень активные, и Да, да, да. сейчас их помощь, которая никак не связана с Россией, конечно, было бы очень хорошо. И, пользуясь случаем, я бы вот своей правозащитной организации привлек бы таких женщин, волонтеров, которые хотели бы работать, помогать, Ну, это консультировать, общаться с женщинами, потому что женщины общаются обычно только с женщинами, мужчинами они не доверяют. Хорошо, спасибо, Аят. И вот, Аят, возвращаясь к теме нашей сегодняшнего стрима, название нашего стрима, вот фаза политической борьбы, да, которая уже, может быть, начинается. Вы считаете, она уже начинается или еще преждевременно об этом говорить? нет, политическая борьба – это значит отстаивать наше государство. У нашей идеи, это идея сегодня такая, она, идея
деоккупации нашей территории и восстановления там легитимной власти, чтобы избрать, чтобы передать легитимную правопреемственность новой избранной власти. Вот наши идеи сегодня. Наша страна оккупирована, и на этом мы должны работать. На Западе ли, или в самой нашей территории оккупированы. Наши люди это понимают. Мы не говорим о том, что сейчас момент там что-то там можно сделать. С другой стороны, наши воины в Украине или в других местах, они набираются опыта, учатся в современных условиях воевать, а без военной, скажем, подготовки мы свое государство не сможем сохранить. Поэтому это нам нужно, и в этом направлении работа идет, как мы с вами знаем. А политическая вот работа, которую мы ведем, это вот и президиум правительства, и остальные наши люди, мы ведем эту работу, раскрываем те болевые точки, которые есть, и через которые могут наш народ обмануть. Мы раскрываем, что первично, что вторично, и чтобы не увлекались там, скажем, второстепенными вопросами, забыв главный вопрос. Вот это наша задача, и эта работа продолжается. Но то, что ты говоришь, что сейчас кажется, что-то там вот такое происходит, да, происходит, потому что всегда что-то происходит, и каждый раз в течение вот этого всего времени мы всегда ожидали, что-то вот произойдет что-то, всегда. Но сейчас вот где-то вот какой-то Рубикон, где мы видим, что может что-то и быть, а может и не быть. Может Рубикон в том, что как раз-таки Путина они сменят, и на место его поставят какого-то другого человека для того, чтобы вывести свои войска. И этот вариант может нас в этом смысле устроить, потому что это даст возможность решать вопросы в рамках международного права. Именно вот этот вопрос как раз и стоит сейчас. Мы, чеченцы и наши люди, хорошо понимают, что те люди, которые здесь приехали на Запад, и здесь занимается разными разговорами и представляет себя от имени нашей власти, что эти люди, которые не понимают или которые хотят обмануть наш народ и выставить себя какой-то власти или где-то какие-то очки себе набрать. Но это не пройдет у них, потому что наш народ хорошо понимает, и основная ситуация в том, что наш народ находится именно на оккупированной территории. И они хорошо понимают, кто есть кто и что происходит. Вот в этом плане мы будем действовать дальше. Мы знаем, что нам нужно, чтобы на Западе нашу страну признали и другие страны, балтийские, европейские и другие любые страны постсоветского пространства. Для нас это очень важно, потому что это дает нам защиту политическую, правовую с точки зрения международного права. Над этим мы работаем, и эта работа главная для нас сейчас. Остальное мы вот поддерживаем Украину, наши добровольцы там воюют тоже, мы знаем с вами это. Вот такая вот ситуация, вот взята вот с этим, если какой-то вот переход или ожидает что-то, я могу сказать, что мы всегда ожидаем это и всегда должны быть к этому готовы. Баркалая, Дейрисхуль. Друзья, есть ли вопросы? Если нет, то я уже предлагаю завершать наш сегодняшний стрим. Я уже почти час в эфире. Хорошо, хорошо. Давай тогда закончим. Давай, Спасибо, Аят. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо тебе и всем остальным, кто нас слушал. Баскал Дейрисхуль. Адикюэль Машоль. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль. Адик,